На днях в Абхазию приехала лингвист, профессор кафедры русского языка и общего языкознания, академик Академии наук Республики Абхазия, академик Аман Ираэл Зинаида Махазовна Габуния. Она автор свыше 330 научных работ, преподает в Кабардино-Балкарском университете. 20 лет тому назад Зинаида Махазовна была в Испании, изучала культуру басков. Нам показалось это интересным, и мы предлагаем абхазскому зрителю послушать этот рассказ. Типология кавказских языков. Я со своим соавтором, у меня был очень большой грант, который курировала испанская королева София. Вот так с тобой, с ней сидела много раз. Да. И вот по этому гранту типология кавказских языков, мой соавтор испанец, в Московском университете были вместе. Он был аспирантом, и я докторантом, но руководитель у нас один был, и моя подруга Нина Шагинцукова. Мы вместе ездили первый раз. Потом это Гранадский университет, самый красивый университет и самый красивый город Испании. Они через год получили правительственный грант, который курирует королева. Мне так повезло, потому что в это время, она же гречанка из Бурботов, и у нее вот нынешний ее сын, который королем стал, тогда еще молодой очень был, это лет 20, студентом был. Ну и я эти сказки об Лиазоне много чего знала, и вот так приходили, потому что кавказцев не было среди их стажеров. И мы, когда типологию, эту книгу закончили, там была баско-кавказская теория, глава. На испанском он переводил эту книгу, мы издали на испанском языке, мгновенно переводил. И издали, конечно, в хорошем переплете. И Сан-Себастьян, у них бывшая столица, сейчас Бильбао, но это новый промышленный город, а тот старинный их столица, и Академия наук Басконии находится в этом. Но у меня по проекту, когда курируют официальные лица, я не имела права, не входила в мою командировку, какие города я могу посетить. Наконец согласились, но мой переводчик чистый испанец, басков терпеть не мог, тогда, когда баски восставали, вот как сейчас каталонцы, и с таким условием, что я буду только 2 недели. Но меня сопровождал парень Гонсало, он испанец, но учился в Ленинградском университете. Топонимические названия, которые городов-то, остановка баска. Я даже, когда мы ехали на машине, он за рулем был, я даже записывала. Кроме того, что остальные, ни у кого нет рождения ребенка из камня в Европе, только у басков. Представьте, как у нас именительные родительные падежи субъектами выступают. Это самый древний факт. Я писала, он переводил, и баски вообще к одной старой, очень хорошей женщине меня повезли, у нее дней 4 жила, ей 120 было. Вот когда твоя бабушка, кто-то проходит, просил воду, что вы им даете? Она говорит, точно шхол, значит, кислое молоко, дорогие кабардинец Юсуп и Жиргал, или вино. Вообще утварь домашний, один в один, у басков и у нас. Я очень много примеров
по тому, что нас объединяет. И в конце, конечно, как представитель сравнительно-исторического языкознания, я написала о том, что вот так много, но первый фактор, как это произошло. Но наука не дает возможности с юга после Атлантиды или с севера после Хатского. Если бы я это не написала бы, они бы ко мне так не придирались бы. Академик, какой известный у них Сантьяго, он говорит: вы столько открытий пишете, а потом таким образом я не в состоянии доказать прямого родства, кроме типологического сходства, потому что с какой стороны. И он у меня спрашивает: а как с юга? Вы же сказали, говорит, с юга, когда ехали, уже в районе Андалусии много баских и абхазских названий. И вы, говорит, это не берете. Но я говорю, у нас регулярно должно присутствовать везде. Это принцип сравнительно. Что это за принцип вашего языкознания? Столько сходства. Мне кажется, говорит, вот эти записи на рождение ребенка, нарты по-другому именуются, вот это достаточно о родстве, говорит, у нас в европеистике. Но русская лингвистика, славянша, и поэтому у них строгий принцип. Мы и сейчас, мне этот строгий принцип нравится. И в итоге я у них находилась, у них тогда, может, вы слышали, их политическое движение Хахайд Галарепш, у них тоже это. Я туда тоже ходила. Хотя каждый настолько, этот Гонсало, молодой студент, я же уже все равно моложе этого было, это 25 лет тому назад, я командовала. Пошли. Он говорит, мне не будут разрешать. Вот вы увидите, я с вами нахожусь, я ничего не сообщаю. Ровно через 3 минуты мой телефон звонит и говорят, почему ты в Сухум звонишь? Я имею месяца. Просто они не доверяли, тогда они баски и испанцы конфликтовали, а я все-таки по требованию баскского правительства я поехала туда. Расписалась везде, что я, один раз баски меня так завлекли, пошла туда на их собрание. А потом я вечерами гуляем, там площадь такая большая, как наша площадь. Думаешь, никто меня не знает и не заметит. Абсолютно идешь, садишься, через 5 минут люди заходят, рядом стоят. И вот тогда они меня сбросили в деревню, я там сидела, мне это более было даже приятно, как именно их культурологический взгляд. Баски шикарно готовят, все у них острое, даже для меня острое, и в баскских ресторанах. И они очень любят. У них тоже так же много теорий, как у нас, иммиграционная теория, и автохтонная, и всякая. Но они только говорят, мы с кавказцами, родственники. Но одни говорят с юга, мы идем после Атлантиды, разгром за какой-то кусок. А другие говорят, нет, мы после разгрома хатского государства, тот кусок абхазо-адыгов и хатов, которые ушли. По этой теории очень много легенды. Как они останавливались, как они шли. Сейчас можно сказать, как легко там миграция идет, а там же так трудно. И они тоже никогда, они очень богатые, потому что им принадлежит север Испании. А север Испании – это золото, металл, серебро, цинк, нефть. Это им принадлежит, и поэтому они с удовольствием живут. Но была такая теория у испанцев,
Вот тогда мы перед этим, у Лили есть, если ты захочешь, можешь прочитать, большая книга «Малочисленные языки и процессы в 21 веке». Мы с ним написали книги. Там и баски отдельно есть, и каталонцы отдельно есть. Тогда в 10-11 году при нас уже, чтобы сравнять, всегда баски отдельно жили, каталонцы отдельно. Но когда испанцы почувствовали, что таким путем не смогут, а надо количество сравнять, переселение с юга, с центра Испании, они хуже жили, чем каталонцы, чем баски, потому что это самые лучшие земли были, потом они раньше пришли, древнее их, и стали переселять туда испанцев. Ну, сразу 100 тысяч, 200 тысяч, и вот, а это они стали уже чувствовать, и начали забастовки басков, и тогда они, мне кажется, испанцы старались, чтобы не было конфликта, они уступили им. Они приняли закон, если на территории Басконии и Каталонии не будут испанцы жить, владеющие баским языком и каталонским, их будут выселять. Первое время их не могли выселить. Вот каталонцы последние 5 лет выселили 80 тысяч испанцев, потому что они не знали каталонского языка. За это время они не выучили. И баски тоже какую-то часть выселили. Грузины же 17% были, а потом же сравняли до 47%, а это уже не почувствовали. Очень. И у них с того времени идет открытый конфликт. Этот вот именно внешне, изначально ничего не значащий, самый важный – это переселенческая методика, иммиграционная тоже методика. Так они могли постепенно, каталонцы, вот почему сейчас уже почти оставалось мало, что они сравняли. Потому в Каталонии жить все хотят, испанцы. Очень богатая, очень культурная, очень известны в Европе медицинские центры только в Каталонии. Каталония как рай. И они все туда переезжали жить. И в итоге они вынуждены были. Даже в книге написано, что будет момент, такой процесс происходил на Кавказе, в Абхазии мы описывали, что рано или поздно это приведет к конфликту. Русский вариант, я здесь в России смогла издать, особо не касалось же кавказские, испанские издательства и мадридское, и градские сказали: глобализацию, иммиграцию убери, и другое из Каталонии вот этого. Я не согласилась. Я говорю: не издавайте, пожалуйста. Мне все равно, для меня важно, чтобы мы русский вариант издали. Я очень хороший, у наших девушек есть эта книга, 570 страниц, очень большая книга, потому что каждый кавказский язык именно в этом. Если вот так посмотреть, там на первой же странице было написано: глобализация будет буксовать, я так написала, потому что вот эти исследования, которые проводили в мире, только 3% населения мира себя планетарными людьми. Все остальные, англичане, американцы, все считали, хотят глобализацию, но остаться в своей культуре, своей национальности
и своем менталитете. Это уже приведет ко всему. И я сказала, потому что мир еще не готов к этой глобализации. Знают ли они, от кого они произошли? Ну, они говорят, что они кавказского, баскского происхождения. Даже Имеретха. У них есть первый король, это Басконии, вот который президент Тхауи Ричкон, Имерет и Ардра Иберетха Ра. Вот даже у них президент. Он мне лично говорил, мы с Кавказа, мы не с севера пришли. Вот. Но теория Хараханги, теория Курацшаньехамеза, еще другие теории есть. Теория арабского, негритосского, но они только считают себя. Но акарцширачано уа практика яхасун, агион, особенно шаварнадзе данахаз, акан, ну вот хайхал, абаск кафедры хабун, уссельхон, а мы не родственники с ними. Они такие ленивые, не хотят работать, шаварнадзе рычконги дрыцан, ахнайбечеренцоз. Шимтани наркнухланза, погреб курчита, ну и виржон, а баскча и горцоз аю макашибзё. Это наша ветка? Это наша ветка. Вот хата, абхазо-адыгская группа идет. Вы знаете, вот карта, которую Старостин издал, здесь сино-кавказская теория, здесь индоевропейская, две ветви. Сино-кавказцы, мы до Тибета вместе дошли, а потом наверх все кавказские языки пошли. Но вот индоевропейская отсюда идет, но рядом оказались грузины, но не с одного корня, но мы рядом, вот в этой классической таблице древа языков. И поэтому они из другого, вот уж сейчас граница из другого древа, но мы рядом находились. И потом вот это влияние, они сами видят это, самый Гамгрелидзе и Изурхал, что они наши родственники. На самом деле мы рядом находились, но из другого рода. И вот постепенно эти теории разные, миграции, все, тем более, когда хаты ушли, земля была пуста, и они тогда начали туда переселяться. Но они это, конечно, не хотят. Кто-то мне сказал, что они третьим государственным языком объявили абхазский. Они были среди тех, кто завоевывал хатское государство. И первые они остались. Вы же живете в России, работаете в Кабардино-Балкарии, приезжаете иногда, вот когда есть у вас возможность. Вы наверняка видите какие-то перемены в Абхазии. Вот скажите, как вам кажется, ведь всегда со стороны виднее, как сейчас живет Абхазия, на ваш взгляд, и каковы перспективы абхазского языка? Но сейчас у кабардинцев и балкарцев главная их проблема – это материальная. Они очень хорошо приспособились жить богато. Даже самые такие патриоты, для них на первом месте материальное. У них друг у друга что-то вместе делают, просто как маленькие ремесленники стали. Материальная часть у них в первую очередь. И поэтому я считаю, что мы как бы не говорили, что наша жизнь плохая, но мне больше нравится, как мы живем. Конечно, мы беднее их, но духовно